большой друг Грузии. Гейдар Алиев был политик мирового масштаба, близким другом Грузии. Я думаю, благодаря ему до сегодняшнего дня Грузия и Азербайджан остаются в теплых и дружеских отношениях. Царство Небесное, пусть земля будет ему мы помним и уважаем. Светлая память. Все прекрасно знают, кто меня знает, тут, где я работал и что я из себя представлял. В 90-е годы, когда у нас была внутренняя война, послушай на минуточку, когда у нас была внутренняя война, когда у нас отсюда была оккупирована Абхазия, и там на границе на Ингуре шли там перестрелки, отсюда Осетия, отсюда, внутренняя война, там свергли нашего президента Гамсахурдия, тогда армяне подняли голову. Они хотели как? Аджария нам не подчинялась, знаешь, Аслан подчинялся, Москве. Они хотели прибрать к рукам хотели прибрать Самсха Джавахети, Джавах, как они называют, и хотели, чтобы у них была через старую военную дорогу дорога на море, в Аджарию. С Россией это было договорено. Но в тот момент я 100% знаю, потому что мы были уже в безвыходной ситуации. Тогда старший Алиев был президент. Тогда Эдуард Амбросевич с ним дружил. И тогда он сказал, если, я точно знаю, если, говорит, они только голову поднимут, вы не бойтесь, я помогу своими войсками. Клянусь, мама, это было так. И там они забздели и уже, дали задний ход. А то Алиев уже границы подтянул, войска. Не дай бог, они там что-то рыпнулись бы, он сказал, что он поможет нам. Потому что у нас ситуация была очень плохая в Грузии. Этот момент они выбрали. Они хотели, но они не смогли. Аристофანчик, какой Азербайджан ელი დიშალ ბიჭო ალიევმა უთხრა დედასპიცა ვარ მე აგერ ვარ ება შევარნაძეს უთხრა მე ზუსტად ვიცი Да, они очень хорошие близкие друзья были, я точно знаю. И очень хорошие близкие друзья были და ორივე მოსკოვში იყო და тогда этот დამავიწყდა მაგის სახელი კაცო იმის უფროსი ალიევის. Тогда он сказал, да, Хейдар сказал, что он поможет, потому что у нас была такая ситуация.